Идет праздничную бочку меда. Александр Сергеевич, если смотреть по процентам, а по количеству проголосовавших людей, то ваш избиратель он немножко уменьшился. Было у вас 46 тысяч избирателей, стало 43. Вот вы для себя какие выводы из этого делаете? Виталий, в тот раз в выборах принимало участие 112 тысяч человек, сейчас их приняло 60 тысяч. Вот и есть это. И из них 70% отдал за меня. В тот раз за меня отдал 48%. Сейчас я еще у меня почти на треть в процентном отношении вырос. Поэтому я считаю, что результат замечательный. И доказывает то, что мы 5 лет здесь работали, это народ увидел, народ понял и оценил и доверил дальше управлять городом. А чем объясняете то, что Радий Васильев, такой, скажем так, никому неизвестный кандидат, но он так называемый, набрал так 10%, считается, в принципе, неплохой голос, и есть версия, что это тоже такое опосредованно является выражением кандидата против всех. И если это не графу против всех, то какие Радий Васильев кандидаты еще будут? Как вы к этому относитесь? Я считаю, что это не так. Радий Васильев не человек, который здесь появился не первый раз. Он в прошлый раз уже участвовал в выборах Государственного собрания, если кто не помнит, по Портовскому округу, и проиграл Атаманчик тогда. Сейчас он тоже пошел достаточно осознанно на выборы для того, чтобы победить. Как он сам говорил, и всем утверждал, что он займет первое место. Ну, знаете, для меня что 10%, что 5% это электорат коммунистов, который есть, был и будет. Вот в районе 10% в нашем городе, плюс-минус. Вот и все. Александр Сергеевич, а как вы отнеслись к 10%, которые набрал кандидат против всех? Вообще второе место это... Ну, вы знаете, это на самом деле это рейтинг Березкина, я, например, так оцениваю. Березкин? Да, кто у нас кандидат против всех? Он у нас нарисован, имеется агитатор, там какие-то дебаты еще устраивал, там и так далее, там же все вокруг Березкина. Александр Сергеевич, ваши однопартийцы пытались задушить этого кандидата против всех. А как вы к нему относитесь? Нужен он, не нужен на выборах? Вы знаете, на мой взгляд, кандидат против всех не нужен. Нужно все-таки, чтобы люди ходили осознанно на выборы в поддержку того или иного конкретного кандидата. Это будет, в конце концов, стимулировать некоторых кандидатов, не только кандидатов, но вообще самих политиков, участвовать в выборах. Вот тот же Березкин мог бы сам спокойно выдвигаться, а не заниматься там дальше подрывной деятельностью против всех, там, давайте голосуйте и все. Это на самом деле не подход серьезного политика. В различных предприятиях, организациях в эту программу сейчас будут вносятся определенные коррективы с учетом мнения наших избирателей, предложений наших избирателей. Они поступают в том числе и мне вот на сайт. И в ближайшее время, конечно же, мы уже начнем принимать конкретные решения по реализации данной народной программы. После моего официального вступления в должность, которое состоится, я надеюсь, после утверждения решения нашим ТИКом, в эти ближайшие дни я затягивать не буду, и церемония официального вступления в должность состоится. И после этого вот эта программа начнет уже реализовываться. Хотел бы поблагодарить всех жителей, которые пришли на выборы. Это очень важно, то что очень, на самом деле, хотя бы явка там не очень, эта явка на самом деле достаточно высокая, она одна из самых высоких в стране по муниципальных выборах. Одна из самых высоких, если не самая высокая, но там еще в отчет идет, поэтому сейчас говорить не буду, но то, что на Дальнем Востоке мы абсолютно